Порядка 47 тысяч детей из республики отдохнули в лагерях. Об итогах летней оздоровительной кампании говорили в Госсовете республики на заседании Комитета по социальной политике. Впервые дети из республики были отправлены на отдых в Дагестан. Сотрудничество с Северокавказской республикой продолжится и в следующем году. Кроме того, система получения путевок в лагеря стала прозрачней. В этом году заработал портал дети11.рф. Подать заявление можно онлайн. Также увеличилось количество желающих получить компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку. В нашем субъекте, в одном из немногих, есть такая мера поддержки при организации летнего отдыха. Это родителям компенсация за самостоятельно приобретенную путевку. И вот отрадно, что в этом году воспользовалось намного больше родителей, 450 почти человек. То есть это тоже расширяет возможности нашего отдыха. Весь отдых был тематический, смены были профильные, интересные. Еще одна тема, которую затрагивали на заседании – итоги приемной кампании в вузы и СУЗы. На бюджетные места поступили порядка 5000 человек. Коэффициент доступности в учреждения среднего профессионального образования вырос на 16%. Появились новые направления, по которым были приняты наши молодые люди в образовательные учреждения среднего профессионального образования. Это эксплуатация беспилотных систем и устройств. Это сегодня одна из наиболее востребованных новых специальностей. Это IT-направление. Новые направления обучения появились в Печорском торгово-экономическом техникуме. После ликвидации Печорского речного училища здесь появились специальности судоводитель-помощник механика, эксплуатация судовых установок, электрооборудования.